Физика – моя жизнь, и этим я живу, говорит ученый-физик Расим Камлия. Сегодня мне 75, но чувствую себя на 25 лет, и впереди у меня много планов. С таких слов юбиляр начал беседу. Без физики вообще нельзя жить. Все, что нас окружает, я еще раз говорю, это физика. Чем глубже мы будем знать строение окружающего нас материального мира, тем полезнее для человечества, тем правильнее мы будем с ним общаться, с этой природой нашей. Как устроена Вселенная? Что влияет на трансформацию материи? Некоторые люди с рождения ищут ответы на подобные вопросы. И не просто ищут, экспериментируют. Именно они и становятся физиками. В их числе выходец из села Лахна, выпускник Московского института электронного машиностроения Расим Камлия. Ученый с детства увлекался наукой и любил физику. У Расима Камля более 40 научных работ, и некоторые из них опубликованы в авторитетных международных журналах. Ученый-физик сделал 3 фундаментальных открытия. Первое из них – свойства сосуществования материи и антиматерии в микрочастицах, в частности, в электронах. По мнению Расима Аркадьевича, открытие меняет взгляд на структуру мироздания. Ученый утверждает, что оно согласуется с философским законом единства и борьбы противоположностей и не противоречит физическим положениям и законам. Второе открытие Расима Камля касается механизма образования атомов из нейтронов. Там я показал, почему электроны не падают на ядро. По-другому это не скажешь. Фактически это опровергает первый постулат Бора, за который он получил ровно 100 лет тому назад, в 1922 году, Нобелевскую премию. И вот после того, как вот эти работы мои прочитали в Англии, Королевское общество, так называется научный центр, который фактически занимается Национальная академия, фактически это наук, самая первая в мире, в 1610 году была организована. Вот она хотела выдвинуть на Нобелевскую премию. И они сказали, нужно, чтобы он был доктором. Я собрал все материалы, написал докторскую диссертацию и защитился в рамках Академии образования Великобритании, которая в России занимается образовательными программами. Третье открытие связано с природой ядерных сил, сильного и слабого взаимодействия. Сильное взаимодействие – это ядерные силы, а слабое – это свойство радиоактивности. Почему вообще имеет место. Это настолько просто доказывается, что даже школьник может понять эту работу. Вот многие физики не хотят брать на себя ответственность, выносить вердикт. Но то, что Королевское общество выдвинуло меня на Нобелевскую премию, это уже, я считаю, признание. Абхазский ученый, физик Расим Камля участвовал в 5-й международной конференции по физике в Лондоне, где успешно выступил с научным докладом, который был посвящен природе ядерной энергии. Ядерной энергией пользуемся уже около 100 лет, но природа его до сих пор не была ясна. Не была ясна природа радиоактивности веществ различных. Вот эти все вопросам был посвящен доклад. После доклада 4 американских журнала и 2 английских хотели опубликовать эту работу. Ученый выбрал американский журнал «Достижения в области теоретической и вычислительной физики». Расим Камля отмечает, что все его фундаментальные открытия направлены на познание строения материального мира. Некоторые выводы и заключения ученого подтверждаются американскими исследованиями. У Расима Камля есть достижения и в области математики. Так, более 15 лет назад он представил ученому миру свое доказательство теоремы Пьера Ферма. Все работы, которые были на сегодняшний день сделаны, они опубликованы. Я жду со дня на день, когда там какое решение примут в Нобелевском комитете. Но там уже был предварительный отбор работ, которые выставлены в этом году.
Из 2000 заявок, которые были сделаны в Нобелевский комитет в этом году, отобрали 100 работ. И в эти 100 попали мои работы. В настоящее время Расим Камля преподает в Абхазском государственном университете, а над исследованиями работает дома. В свободное время ходит на море, общается с друзьями, ведь нужно не только работать, но и отдыхать. Находя ответы на некоторые вопросы, открываем еще больше проблем. Это девиз по жизни Расима Камля. Лаура Капш, Константин Парулова, Абхазское телевидение.